Здравствуйте, мои дорогие ученики! С вами я, учитель русского языка Салтанат Саятовна. Сегодня мы будем проходить урок на тему «Мои достижения». Раздел «Вода. Источник жизни». 3 класс. Мы в прошлом разделе проходили, откуда берется вода, для чего нужна вода, как мы используем воду, как нужно беречь воду. И давайте я вам прочитаю один текст. Где вода, там жизнь. Пустыня богата теплом, плодотворными почвами, но нет воды, и не может нормально развиваться жизнь. Вода уникальна и неизменима. Растение на 30-90% состоит из воды, а животные на 75%. Какая бывает вода? Пар, град, снег, лед, роса, иней, туман. Подумайте, посмотрите на картинки и запишите эти слова. Переведите на казахский язык. Где мы используем воду? Мы в прошлых уроках проходили, что умываемся водой, что мы пьем воду и готовим еду, отдыхаем, то есть купаемся, плывем и, конечно, берем энергию из воды. Спросил на днях малыш-сосед у струйки, льющейся из крана. Откуда ты? Вода в ответ. Издалека, из океана. Вспомним стихотворение, и мы все выучили это наизусть. Хорошо, ребята. Вспомните, для чего вам нужна вода. Правильно. Я совершенно уверена, что вы правильно ответили. Подумайте, откуда вода приходит в наш дом. В прошлом стихотворении об этом уже сказано. Куда оно потом девается? Выводы нашего урока. Вода прозрачная, бесцветная, текучая, без запаха, принимает любую форму, замерзает, испаряется. Ни один живой организм не может жить без воды. Вода играет огромную роль, так как она затрагивает все живое. И, конечно, в конце урока прошу оценить себя. Здесь у нас лестница успеха. Поставьте, пожалуйста, галочку там, где вы стоите. Я понял с трудом, многое понял, все понял, хочу знать больше. И домашнее задание. Откуда на земле берется вода? Нарисуйте круговорот воды. Как вода испаряется, превращается в облако, а облака, как снег или дождь, падают на землю.